Ты ведь корреспондент, ты, вот, кстати, часто берешь работу? О, Сармановский район, можно меня, пожалуйста, отправьте, нет? Бывает такое? Конечно, я даже говорю, давайте отправимся сами в Сармановский район. Просто я уже бесплатно съезжу, просто чтобы показать, как процветает наше родное Сарманово. И сәннәсез хөрмәтле дуслар, в эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы уже вторую неделю гостим в гостеприимном Сармановском районе. И сегодня у нас специальная программа, вернее, специальный репортаж, который я проведу с моей коллегой, ведущей программы «Новости» на канале ТНВ Альбиной Асылгараевой. Вот, кстати, и она. Привет, Альбина! Привет, Руслан! Альбина, ну раскрой секрет, что же ты делаешь на Сармановской земле? Приехала отдохнуть? Да, я приехала в отпуск, я родилась в поселке Джалиль Сармановского района, так что я сейчас отдыхаю на родной земле и хочу угостить тебя знаменитой сармановской бараниной. Итак, специальный кулинарный репортаж, и мы начинаем. Альбина Асылгараева, журналист и ведущая программы «Новости Татарстана» на канале ТНВ. Родилась в 1986 году в поселке Джалиль Сармановского района Республики Татарстан. Окончила факультет журналистики Казанского федерального университета. На телевидении уже 8 лет. В разное время работала на телеканалах Челны ТВ, КЗН. Сейчас ведет новости на канале ТНВ. Альбина – неоднократный победитель различных журналистских конкурсов. Также она была факелоносцем эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014 в Казани. Руслан, ну я очень рада видеть тебя в нашем районе, и Сармановский район, он, конечно же, очень гостеприимный, поэтому без подарков, без гостинцев, куштайнеш, как говорится, никуда. Поэтому вот я такой презент тебе Здесь принесла. же написано ТНВ Татарстан. Да, здесь написано ТНВ Татарстан, ну, потому как мы с тобой коллеги. Ага, Смотри, это хлебница такая для вашей кухни. отлично. И тут, Вау! бабам, Вот сармановский каравай. Да. Кушайте. Ну, мы его сегодня обязательно попробуем, кстати, очень красиво. Да, очень- Сармановские пекари. Слушай, получается, мы хлеб съедим, а хлебница останется в подарок. Конечно, В наш да. музей. Кстати, как ты думаешь, из чего сделана эта хлебница? Подожди, хлебница тоже из хлеба. Нет, тебе лишь бы поесть, я смотрю, да? Нет, это сделано из обычной бумаги А4, но выглядит, смотри, как будто берестяной. Слушай, ну- Старалась моя подруга специально для тебя. Как подругу зовут? Альбина Латыпова. Альбина Латыпова, Бигзур Салям, большое спасибо, Рахмет. Ну а сейчас мы будем готовить то блюдо, которое придумала Альбина Асылгараева буквально через одно мгновение. Руслан, мы сегодня будем готовить баранину с черносливом. Это одно из моих любимых блюд. Обычно, когда я приезжаю к себе в район, меня мама угощает как раз-таки этим блюдом. Вот сегодня попробую. Ты его оценишь, попробуешь. Слушай, ну я 2 недели в Сармановском районе, почти каждый день ем баранину, да, и везде разные рецепты. Ты что? Это легендарный рецепт, это легендарная сармановская баранина. Еще Дюма писали, отец и сын. Не читал? Тоже про эту Про сармановскую это, баранину. про этот же рецепт, Вот конечно. так вот, друзья, почитайте сегодня после нашей программы. Что попробуем? Вот, свежая баранина, что мы с ней делаем? Нам нужно ее нарезать на кусочки. Я тебе сейчас покажу. Я вот примерно на такие кусочки нам нужно нарезать. Может быть, чуть побольше. Давай То займемся есть нам этим. надо сделать такие а-ля бифштексы, да? Медальончики, Медальоны. да, медальончики такие Потом нужно отбивать сделать, их будем. Потом будем отбивать и мариновать, да. Ну, приступаем. Альбина, ты знаешь, что в нашем репортаже сегодня кому-то из нас придется задавать вопросы, кому-то отвечать. Да. Как часто ты приезжаешь, я знаю, твою занятость, целый день с утра до вечера на канале работаешь, к себе на родину? Да, действительно, приезжать, конечно, удается нечасто, но от этого, мне кажется, эти такие заезды, вот эти вот в родной дом, в поселок мой родной любимый Джалиль, они мне очень ценны, очень дороги. Я стараюсь встречаться с друзьями, с родственниками, с близкими. Поэтому, наверное, раз в месяц где-то мне удается выехать. Руслан, а ты когда-нибудь был в Джалиле, в поселке Джалиль, и вообще слышала ли что-нибудь про этот поселок? Ты знаешь, коллега, я же ведь родом тоже практически из Джалиля, с города Альметьевск. Мы с тобой практически соседи. Да. Ты знаешь, когда мы в школе играли в КВН, мы один раз, кстати, приезжали в Джалиль и проиграли там, но в Джалиле я был, кстати, вот тот раз, один раз и все. Это было 100 лет назад уже. Так, Руслан, тебе тоже все готово, да? Я Да. хочу сказать, что когда снимаешь репортаж, у каждого своя работа. Журналист собирает информацию, оператор он снимает, поэтому у нас сегодня тоже с тобой распоряд работ, поэтому ты, так как у нас репортаж, он очень острый, с перчинкой будет, перчиночкой. поэтому, пожалуйста, тебе вот такой молоточек отбивай. Такая Самая у тебя сегодня тяжелая работа. самая тяжелая работа. Мужчина, да, продолжаем. ответственная, Да. От этого будет зависеть, что у нас получится в итоге. И утолим ли мы информационный Голод. и обычный голод. Но Да. должны. Я сегодня специально ждал программу и, знаешь, не обедал, не завтракал. По тебе не видно, кстати. Ну, я потому что очень долго у вас. Альбин, ну и пока ты смотришь, как настоящий татарский мужчина работает, задаю тебе вопрос. Так. Про карьеру. Как же обычная красивая, талантливая девушка из Сармановского района попала на телевидение?
Ну, на самом деле, это очень прозаичная история, ничего такого интересного нет. Я всегда мечтала быть журналистом, смотрела телевизор, ну, знаешь, в детстве хочется, все смотрят, телеведущие и так далее. Но на самом деле, чтобы добраться до прямого эфира, до экрана, нужно пройти, оказывается, очень такой сложный путь. Я помню, что я поступила на факультет журналистики КФУ на периодическую печать. То есть я даже не планировала. Учиться в Казань? Поехала учиться в Казань. Я даже не планировала работать на телевидении. Я была газетчиком. Еще я училась в Джалильской средней школе. И даже тогда я была инициатором создания первой школьной стенгазеты. Тогда мне показалось это очень интересным процессом. Ну, в общем, затянуло, как говорится, Мещанское болото. Вот. Потом я поступила на журфак. Это были 10 лет назад, далекие годы. И все. И потом закончила университет, поехала работать на Челны ТВ. Потом проработала еще на одном казанском канале 5 лет. Теперь работаю на ТНВ, совмещаю работу не только ведущего, но и не только ведущей новостей, но и репортера, что я обожаю свою работу как раз-таки за ее многофункциональность, так Заметь, сказать. сколько красивой информации, я даже не успел ничего вставить. Одно скажу, ты ведь корреспондент, ты, кстати, часто берешь работу? Сармановский район, можно меня, пожалуйста, отправьте, нет? Бывает такое? Конечно, я даже говорю, давайте отправимся сами в Сармановский район. Просто я уже бесплатно съезжу, просто чтобы показать, как процветает наше родное Сарманово. Сармановский район расположен на востоке Татарстана. Численность населения составляет 36,5 тысяч человек. Люди трудятся как на крупных предприятиях с богатой историей, так и в собственных хозяйствах. В малом бизнесе занято около 2000 человек. Вот и мне посчастливилось познакомиться с настоящими сармановскими фермерами, которые занимаются разведением овец. Это семья Фаттаковых – Джаудат, Фарида и их младший сын Раиль. Мы занимаемся выращиванием овец для мяса. Сколько лет уже выращиваете овец? Где-то 5 лет, наверное. Популярно вообще в Сарманово баранье мясо? Очень даже. Ну, я вот уже здесь 2 недели, каждый день кушаю. Вот очень вкусно и, самое главное, полезно. А вот я еще заметил, здесь у вас такие красивые поля, трактор работает. Это тоже ваше? Да. Чем кормите овец? В основном это сено, фураж, соль постоянно. Витамины какие-то, это соль, да? Да, соль, да. Витамины. Раиль, как тебе вообще? Нравится работать в поле? Конечно, свежий воздух всегда. Не хочется уехать куда-нибудь в Казань к нам, например? Или родители не отпускают? Нет, здесь лучше, я думаю. Все-таки Сармановский район достойное место для молодежи. Да, перспектива есть какая-то. Вот они, золотые слова татарской молодежи. Большое вам спасибо, удачи. Аллах берсак урышырбыз. Одной из визитных карточек Сармановского района является вкусный и ароматный хлеб. И именно здесь его и пекут. Действительно, сармановский хлеб славится на всю округу. А хлебопекарня Сарман Икмәге – это еще и важный субъект экономики района. На предприятии работают 70 человек. С левой стороны от меня готовый хлеб, а с правой стороны заготовки. Именно они в таких формочках отправляются в печь. Ну а здесь посмотрим, как же готовится белый хлеб. Смотрите. В пекарне имеется несколько цехов, где изготавливают не только хлебобулочные изделия, но также макаронные изделия и традиционную лапшу. Спрос на продукты питания будет всегда, тем более на популярные сорта, такие как хлеб, батоны, выпечка, сладкие кондитерские изделия. И по секрету мне сказали, что самый популярный хлеб в Сармановском районе именно посольский. Здесь внутри и кунжут, и семечки, и даже сушеная морковь. Я думаю, парочку возьму себе на память. Так, ты отбил, да? Да, все Теперь готово. нам нужно это все, как обычно, как репортаж. Репортаж бывает приправлен какой-нибудь острыми фактами, сенсациями, какой-нибудь точкой зрения журналиста, видеооператора, точка зрения. А мы должны приправить мясо также солью, перцем. Классический вариант. Да. Давай. Нарежем лук еще сюда добавим и чесночок. Ну, давай сначала перчика, Давай. соли, пусть они немножко Помаринуется. помаринуются. Так, Так, перчика хватит. достаточно, ага. Я тебя порежу лук. Давай режь лук Всю пока. самую грязную работу. тебя нет в эфире какой-нибудь- беру на себя. Настоящий мужчина. Да. Что могу сказать? А ты не плачешь, когда режешь лук? Не Нет, у меня же плачешь? уже все, как тебе сказать, Да, профессионально. иммунитет. Иммунитет, да. Это как циничный журналист, да? У журналистов тоже на всякую разную информацию вырабатывается иммунитет, у тебя тоже на лук. Но, тем не менее, работу свою люблю, как и ты, кстати. Да. Ну, конечно.
Альбина, ну скажи, вообще сложно было попасть на канал ТНВ? И как это происходило? На канал ТНВ я попала через кастинг. У Мгм. нас был кастинг ведущих. И так как у меня был уже опыт работы, на ЧЛНТВ я вела новости. И я попала во второй тур, а потом, соответственно, мы вышли в финал. Я, вот моя коллега Александр Сабирова, Алексей Калиничев и еще 2 девушки. Так, Альбина, Руслан, давай добавляй лук, я пока. лук готов. Нам нужно для маринада нужно будет лимончик туда выжать. Хороший вариант, как на шашлычок прям. Да, примерно такой вкус будет немножко похожий. Еще чесночок нужно будет, ладно, положить? Тоже мелко-мелко. Да. Немножко масла. Сколько у нас должно отстояться это мясо? Вообще в идеале, конечно, полдня. А, несколько часов, да? Да, несколько часов. Но так как это нерациональное использование эфирного времени, Да, но ты знаешь? да, я, конечно, решила сэкономить, так что мы будем мариновать 10 минут, но поэтому больше маринада у нас будет, поэтому, может быть, это как-то у нас Так, давай отразится. перемешивать, лимончик. добавляй лимонный сок. Кстати, это должен быть лайм, но в Сармановском районе Лайм не растет, а вот да, лайм не лимона растет, здесь да. целые поля. Так, Поэтому- лимончик. Поэтому, Ну, ну вот шашлычком, да? шашлычком пахнет. Немножечко. Аппетит появился. Конечно, да. Значит, новости у нас получатся сегодня. Ну все, отправляем наше мясо на 10-15 минут мариноваться и продолжим. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем, и сегодня у нас специальный кулинарный репортаж, который мы ведем с моей коллегой Альбиной Асылгараевой и готовим баранину по-сармановски. Да, и у нас практически все готово для того, чтобы поставить в духовку. Мы замариновали, отбили. Теперь давай выкладывать на фольгу. Что же и как это происходит? Так, Что мы нужно делаем? сделать конвертики. Вот смотри, Мгм. я предлагаю положить, может быть, по 2 все-таки Давай. кусочка, да? Да, Положим? маленьких можно по 2, большой. Да, то есть наша задача выложить вот так. Вот лучок нужно обязательно Лучок положить тоже сверху. оставляем, да? Да, Мгм. он должен присутствовать. Так. И, И та-дам, нужно выложить чернослив сверху, мясо. вот он секрет этого блюда, чернослив. Да, чернослив. Сколько кусочков? Ну, Ну, минимум 4 давай точно, 4 да? положи, 4. да. Чтобы рассчитать, так сказать, чтобы побольше порций получилось. И заворачиваем. заворачиваем в конвертики, да. Сколько запекается это чудесное блюдо? Ну, вообще я запекаю 1:20 при температуре 180 где-то градусов. Смотрим, как получится это здесь. Ну и сразу чувствуется разница в конвертиках, да? У тебя такой вак-балеш, а у меня настоящий татарский конвертик. Угу. Кстати, предлагаю вот в эту посуду их Давай. складывать. Ну и Ты, кстати, я тебе рекомендую все-таки помельче делать Помельче, конвертик, да, чтобы он был. Так быстрее сварится. Мясо Хорошо. готовится. хорошо, шеф. Продолжаем. Кстати, ты знаешь, Руслан, что мы сегодня могли готовить не только баранину, мы могли, например, рыбу приготовить. Я, кстати, вчера только была на рыбалке. Мгм. Думала о тебе, думала, может быть, тебе поджарить эту рыбу. Рыбку да, угостить. Да. Ну, я могу забрать с собой в Казань, так что подумай. Но уже ничего не осталось. Уже ничего не Да, осталось. ничего не осталось. В следующий раз. Что еще интересного производит и, самое главное, вкусного на сармановской земле? Ну, Сармановский район – аграрный район, и здесь активно развито животноводство, так что мы сегодня, например, могли приготовить с тобой и телятину. Здесь на фермах и в личных подворьях люди разводят коз, коров, телят, овец, гусей, уток и так далее. И, наверное, ты когда ехал, обратил внимание, все поля засеяны. То есть здесь сажают у нас гречку, ячмень, зерновые, сахарную свеклу. И, кстати, вернулась на сельхозугодие царица полей, кукуруза. Ага. Да, так что вот все цветет, все пахнет. Как мы уже поняли, Сармановский район агропромышленный. В районе возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, горох, гречиха и сахарная свекла. А главные отрасли животноводства – молочно-мясное скотоводство и свиноводство. Вообще сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики района, а специалистов для этой отрасли готовят в Сармановском аграрном колледже. А для успешного учебно-производственного процесса в колледже созданы все условия. Здесь сконцентрировано лучшее образовательное оборудование. Особая гордость и студентов, и преподавателей – это, конечно же, интерактивные тренажеры, полностью имитирующие работу как различных транспортных средств, так и главных их узлов. Не говоря уже о современном тренажере контраварийного вождения автомобиля КАМАЗ, на котором можно моделировать различные ситуации. Также привлек мое внимание машинно-тракторный парк колледжа. Как мне рассказали, он был переоборудован из бывшего зернового амбара. Помимо лаборатории сельскохозяйственных машин и птицеводческой, здесь оборудованы станция технического осмотра автомобилей и зал современной аграрной техники. Вот такие прекрасные условия созданы для подготовки специалистов для агропромышленного комплекса нашей республики.
заканчиваем с тобой. Сейчас нам Ну, это... я все сделал уже. Мгм. Такая красота. Отправляем мы все это в духовку на час 20. Мгм. Пожалуйста. На 180 градусах нужно Мгм. готовить. Руслан, ну а пока все это готовится, я предлагаю нам еще сделать салатик из сарманских овощей. Отличная идея. Баранина с черносливом. Баранину нарезали на небольшие кусочки и отбили. В глубокой посуде баранину перемешали с нарезанным полукольцами репчатым луком и измельченным чесноком. Полили растительным маслом, соком лимона, приправили специями и мариновали 10-15 минут. На небольшие листочки фольги выложили по кусочку баранины, сверху на него положили 3-4 чернослива и завернули в форме конвертиков. Готовые конвертики выложили в форму для запекания и отправили в духовку на час 20 при температуре 180 градусов. Итак, сармановский салат. Как же он готовится? Ну, все очень просто. Это овощи, это капуста, зелень. Нам нужно туда нашинковать еще морковку, листья салата, яблоко и сармановские грецкие орехи. Ну, конечно же, они здесь, Самые известные на весь они мир. здесь не растут, мы их, Это же муслюмовские, да, я сразу узнал. мы их, да, заимствовали. Давай, Давай я чем ты морковку. будешь? Мгм. Тогда я порежу капусту. пока. Капусту. Альбина, продолжаем наше интервью. Следующий мой вопрос. Так. Расскажи нам, поделись вот секретами телевизионной кухни. Ведь столько лет у тебя телевизионной работы, мне кажется, есть пару интересных историй. Мгм. Ты знаешь, вообще я считаю, что человек должен родиться журналистом. То есть это некое такое врожденное чувство всегда быть в курсе событий. Всегда очень любознательные люди. И мне кажется, с этим действительно рождаются. Конечно, навыки тоже приобретаем мы. Вообще, я считаю, что у меня очень интересная профессия. Она непростая, конечно, но она очень интересная. То есть ты каждый день общаешься с интересными людьми. Каждый день в твоей жизни происходит что-то новое. Это невероятный ритм, который ты должен держать, который ты должен удержать. Он позволяет держать себя в тонусе, быть в этом стриме новостей. Вот на ТНВ, например, новости, они сейчас очень изменились, если ты обратил внимание. Они стали более яркими, они стали более динамичными. Ну и наша задача как ведущих, конечно же, соответствовать и Быть в тренде. быть в тренде, да, родного канала. И ведущий — это же еще не просто человек, который сидит в кадре. Ведущий — это, наверное, тоже и актер, мне кажется. Но все-таки давай про курьезные случаи расскажи нам. Да, курьезных случаев бывает много. Кстати, вот я могу тебе вспомнить командировку. Мы были в командировке на Кубе в прошлом году. Я беру интервью у кубинки, она наш гид, значит, я ей задаю вопросы. И последний мой вопрос был: как у вас с безопасностью? Как вообще на Кубе? Она говорит: у нас тут полиция, que bonito, все спокойно, все отлично. А перед этим мы положили свои вещи под дерево, под какую-то пальму там кубинскую. И после того, как наше интервью завершилось, ее последняя фраза была: у нас тут кругом полицейские, все безопасно, мы обернулись, А сумок нет. А сумок нет. Ладно, у меня ничего не было в рюкзаке. У нее там были все деньги, паспорт. А паспорт потерять на Кубе, это чтобы ты знал, это как, я не знаю, родину продать, наверное. То есть все-таки твоя татарская сноровка сармановская тебя не подвела. Да. Чутье. Берегитесь, друзья, если едете на Кубу, Да, все лишние да. вещи храните в Казани. Так, морковка. Я пока нарежу яблок тогда. Так, у нас пока здесь Капуста. морковь. Зеленый лук тоже идет туда? Да, туда идет. Вообще, ты сама какую кухню предпочитаешь все-таки? Ты знаешь, у меня нет как таковых предпочтений. Я люблю, чтобы вкусно. Это самое главное. Я люблю, чтобы вкусно, и я люблю готовить. То есть я умею готовить, я люблю готовить. Но в последнее время я как-то начала отказываться от гарниров. Вот я, например, мясо и салатик, вот как у нас сегодня с тобой. А не мясо и картошка, например. Ага. Ну как-то вот сейчас я стремлюсь к этому, потому что это По-современному, более- Да, не то чтобы по-современному, как-то мне так нравится, как-то мне так легче. И так, мне кажется, полезнее. Так, я измельчила грецкий орех, мы сюда его кладем. Лук осталось добавить, вот я сейчас нарежу, Измельченный зеленый лук. да, листья салата. Я предлагаю их порвать, и мы их резать не будем, просто нарвем их сюда. Слушай, ну порция такая хорошая. Конечно. Мужская, специально для тебя. Мужская. Да. Чем мы заправляем салат? Так, мы заправляем салат немножечко масла. Мгм. Нужно добавить нам туда Мгм. подсолнечного, можно немножко оливкового. Так, ну давай растительное Ну, масло. так как оливковых плантаций. Оливковой плантации в Пока Сарманском районе еще нет. нет, пока А еще вот нет. подсолнечник растет. Да, поэтому и лимончик нужно выжать. Сок лимона. Да. Салат нужно... Ну, практически салат наш готов. Ну и последний у меня вопрос. Вот 2 недели здесь, в любимом Сарманском районе. Чем занимался? Расскажи. Ой, я была в своей деревне, у своей бабушки любимой. Деревня называется Иганабаш. Маленькая деревушка такая, там буквально несколько домов осталось, несколько жителей. Я вообще занималась несвойственными для себя вещами, то есть такой физической работой. И я покрасила дом,
собственными руками. Весь Розовый дом. цвет, женский любимый. Почему все думают, что в розовый, в желтый, такой лимонный То же цвет самое. красивый, да. Единственный желтый дом в этой деревне, представьте. Потом я ловила рыбу первый раз в жизни, ну, наверное, первый раз за 15 лет. Меч поймал вот таких могла бы поймать. Это только глаз Но маленького. они оказались вот такими. Карасик. За 2 часа мы с подругой на перегонки 60 штук, между прочим. Пескари, по-моему, да. Вот. Потом что я еще делала? Я топила баню. Ага. Не очень удачно. И не буду рассказывать, чем закончилось. Баню не Но покрасили. в баню я не попала в этот день, да, но топила я, но потратила на это много Слушай, времени. вот так красиво рассказываешь, я сам свою любимую деревню захотел. Дорогие друзья, летом вот действительно надо путешествовать не за границу, да, а в свои любимые деревни, Да. к Белярге, Бабайларга в гости и пробовать настоящую вкусную татарскую еду, что мы прямо сейчас и сделаем. Салат сармановский. Натертую морковь смешали с нашинкованной капустой, добавили нарезанные небольшими пластинками яблоки и мелко нарезанный зеленый лук. Далее положили листья салата и измельченные грецкие орехи, приправили растительным маслом, соком лимона и хорошенько перемешали. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Альбина, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, какие блюда мы в итоге сегодня приготовили. Итак, сегодня мы приготовили баранину под черносливом. Вот И она. вот она, да. Название мы так и не придумали. Зато очень красиво ее Да, оформили. Да. Вот так Вот. она именно Потому подается. что оформление блюда это тоже очень важно. Это, мне кажется, можно сравнить даже с подачей блюда в прямом эфире, потому как над информационными сюжетами целый день трудится большая команда. Ну а задача подать – это основное блюдо, как раз-таки ведущего. У тебя нет права на ошибку, как и у нас сегодня. Поэтому мы сделали все так, как тебе оцениваешь. Хорошо? Все, мне нравится, потому что здесь есть и Надо хлеб, и пробовать. второй, и салатик. Давайте пробовать. Давайте пробуем. Так, здесь Все, начнем. Начинаем с салатика, я думаю. Внимание, Я жду тебя. барабанный дробь. Ну как тебе? Необычайно интересный вкус. Слушайте, друзья, мы не добавляли туда ни капли ни соли, ни перца, но за счет вот Лимонного сочетания сока, вот этих всех яблок прекрасных и орехов. овощей. Слушай, ну очень оригинально, удивило. Удивило. Спасибо. Но самое Давай. главное, К основному блюду. конечно же, баранина. Да. Сармановская. Так. Люблю смотреть, как мужчины едят, поэтому давай. Ну, Альбина, внимание. Аллаға тапшырып. А если вы возьмете еще сармановский хлеб, Вкусно? Как ты чувствуешь, как чернослив работает с мясом? я не то что чувствую, Аромат я прям это какой. ощущаю. Да. И татары говорят, бармак жетарлык, понимаешь? Очень вкусно. Да-да-да. Альбина, ну и в конце нашей программы позвольте сказать Бигзур Рахмет, большое спасибо тебе и всем жителям Сармановского района, которые здесь нас встречали, кормили, показывали, хвалились своим прекрасным районом. Нам очень понравился Бигзур Рахмет. Спасибо, Руслан, тебе. Спасибо, что приехали. Спасибо нашим телезрителям. Готовьте, попробуйте это блюдо и смотрите наш с Русланом телеканал любимый ТНВ. Дорогие друзья, это была программа «Секреты татарской кухни». Но раскрою небольшой секрет. Наше кулинарное путешествие продолжается, и уже на следующей неделе мы увидимся в Муз-Тымыло.